Здравствуйте, вы смотрите программу «Гунтар Тубинде». Сегодня в повестку дня вошли 5 законопроектов. В первую очередь парламентарии рассматривают поправки в Кодекс о нарушениях. Далее в повестку дня вошли 2 соглашения по линии ОДКБ и по линии ШОС. Однако традиционно в четверг первым вопросом числится вопрос разный. И парламентарии озвучат социально-экономические проблемы населения. Давайте послушаем, какие проблемы сегодня депутаты подняли. Я поднял 2 проблемы и обратился к президенту. Это первая проблема, у них произошло в 2017 году. Одного человека помиловали, который был приговорен к 23 годам лишения свободы. И вот по этому поводу обратился. И второй момент, по антикоррупционному счету я сказал, что нельзя привлекать предпринимателей, мучить их и заставлять пополнять этот счет. А этот счет должен пополняться за счет коррупционеров, непосредственно тех, кто совершил эти преступления. Хорошо, и какие механизмы вы предлагаете? Я сейчас обратился к президенту, чтобы он тоже услышал, чтобы знал, что есть такая проблема, и непосредственно уже со самими правоохранительными органами поговорил об этом. Я поднял проблему сегодня именно жителей города Балыкчы. Есть две дороги, которые вдоль города происходят. Это первая, к которой мы привыкли, в сторону Чолпонату, и такая же дорога Аманбаева. Вот они, строители, с весны сняли асфальт, и по сегодняшний день никакой работы не делают. Даже элементарно они водой не поливают. И сейчас, сами знаете, это ветреный город, это вообще пыль поднимается. И сейчас по этой дороге не то что легковые, грузовые машины только еле едут, и поэтому я хотел поднять, я поднял вопрос насчет этого, чтобы правительство решило, либо действительно у них денег нету, либо они грубо говоря, терроризируют весь город. Сняли асфальт, и такой огромный город они обратно в 19 век ввели. И поэтому я поставил задачу, чтобы в скорейшем будущем решили, потому что город Балыкчы, дорогу можно строить и зимой, и летом, потому что там как таковой снега нету. И поэтому я думаю, чтобы надолго ящик не откладывая, чтобы решили этот вопрос. Сегодня я озвучил проблему, это проблема земли, потому что мы хотим привлечь инвестора, но мы должны сперва решить землей, чтобы выделить землю. Без назначения сельского хозяйства мы должны земли отдавать инвесторам, то есть приготовить. Но, к сожалению, сейчас правительство должно сделать трансформацию земель, которую негодны на сельское хозяйство, мы должны эту землю отдать, то есть уже трансформацию сделать, назначение поменять на для инвесторов, чтобы можно было завод строить, фабрику строить. Поэтому эту проблему я правительству сказал сейчас, чтобы решить эту проблему, они должны закон по палату принести. Я думаю, здесь депутаты поддержат, а то мы говорим, губернаторов, акимов, айлёкметов, будем смотреть их работу, деятельность, сколько они инвесторов привлекли на свой район, на свою область. Но, к сожалению, элементарно мы не можем выделить землю. Инвесторам приходится покупать землю у кого частный круг. Но это же неправильно. Мы должны в аренду отдать. Пожалуйста, мы должны условия создать. Во-первых, землю выделить, чтобы спокойно было, государство выделяло землю. А также, во-вторых, мы с документацией мы должны полностью сами решить. Инвестор пришел с деньгами, у него не должно быть никаких проблем ни с айлёкметом, ни с акимом, ни с правительством. У него, самое главное, деньги есть, все должны мы сами решить, чтобы привлечь привлекательность Кыргызстан, этим должен завоевать инвестор. Бүгүнкү разный маселеде Кыргызстан боюнча маселени көтөрдүм. Бунун жетекчиси буга чейинки бир топ жолу көтөргөн бул маселени. Кыргызстан компаниясын банкрот кылып ушул күнгө чейин банкрот кылган үчүн ушул күнгө чейин эч кандай бир өкмөт тараптан бул жетекчиге эч кандай чара көрүлгөн эмес. Буга чейинки 2 самолетту жок кылгандан кийин бир самолету арендада чет мамлекетте жүргөн, бирок ал арендасы бүткөн 2018 апрелде. Бирок октябрь айы ушул күнгө чейин кайра кайтарылган жок самолет. Буну тактоо боюнча
чет өлкөдө арендада жүргөн самолетту сатып бергенби же кайта келеби келбей ушуну тактоо боюнча бул маселени көтөрдүм да. Сколько вертолет, ой, самолет один стоит такой? Стоимость на рынке О, не знаю, приблизительно. точно не знаю. Спасибо. Если билсем, айтсам болот эле да, а то не знаю такого. Рахмат. Ну, минимум там, не знаю, где-то. Минимум сколько? Не знаю. Мен бүгүн балдар маселесин көтөрдүм. Өзүңөргө белгилүү болгондой, акыркы мезгилдерде бала сатуу боюнча аябай чуулгандуу окуялар көп болуп атат. Айрыкча социалдык өнүктүрүү министрлигинен ошол 1 райондук социалдык өнүктүрүү бөлүмчөсүндөгү баягы видео тасмадан кийин чуулгандуу окуя болду. Бул нерсени өткөндө биз маселеде карап айтканыбызда суроо берсек, биздин министрибиз калктап айткан, ошого жооп иретинде бердим. Себеби биз эл өкүлдөрү, депутаттар, айрыкча мен өзүм жөнүндө айтсам, биз келген каттарга таянып айтабыз, келген фактыга таянып атабыз. Маселен, бүгүн ошол калп деген сөзүнө мен жооп катары бердим. Себеби менин кабылдагымда Шамурзаев деген Бишкек шаарынын Дорду 2 тургуну келди, кабылдагымда болду, арыз менен кайрылды. Ал кишинин 7 баласы бар. 7 баласынын акыркы 2 кызы эгиз кыздар болгон. Бул киши үй жайы жоктугунан кыйналып, үй бүлөсүнө 7 баласын таштап Россияга кеткен. Каражат табуу үчүн Россиядан келгичекти ошол Ленинский жана Первомайский социалдык өнүктүрүү министрлигинен ошол үй бүлөнү жалдап балдар коргоо бөлүмү тарабынан мунун 2 кичинекей эгиз кызын алып туруп, ошо силер карай албайсыңар, үй шартыңар жок, үй алганыңардан кийин аласыңар деп алып, бул экөөнү 2 эгиз кызы эмеге балдар үйүнө тапшырышат. Бирок буларды аталык энелик укугунан ажыратып туруп, ал жерден ошо асырап алууга кетип калат да бул. Азыр бүгүнкү күндө ошо Шамурзаев атасы келип, менин өзүмдүн кабылдамда болуп, кадимгидей эркек башыма нейлеп атат, мен эгиз кыздарды таап бергиле депчи. Эч сотко барып, соттон да акыркы жыйынтыгына чалган жокмун дейт. Азыр мен үйүм жайым бар дейт. Ошо Фатима, анан кийин Малика деген кыздар экен, эгиз кыздары. Бул кыздарды соттук териштирүүдө прокуратуранын өкүлү каршы чыккан экен, атасынын макулдугу жок депчи. Атасынын макулдугу жок болсо деле, мени түшүндүргөн нерсе бул эгиз кыздар эмне үчүн 2 бөлүп Ленинский жана Первомайский районуна оформить этилген да. Экинчиден бизде социалдык коштоо деген болуш керек. Эч кандай социалдык коштоо болгон. Социалдык кызмат деген бар. Буларды жөлөк пул менен камсыз кылган эмес, үй менен камсыз кылган эмес, көп балалуу катарычы, көп балалуу маткерейинде туралуу, же болбосо жер менен камсыз кылган эмес, же болбосо буларды балдарын багуу үчүн иш менен камсыз кылган. Эгерде бизде мамлекет иш менен камсыз кыла албасак, үй менен камсыз кыла албасак, жөлөк пул менен камсыз кыла албасак, социалдык колдоо болбосо, анда ал балдарды алып сатууга ким укук берип атат? Биздин балдар буюм эмес, ошондуктан ушул маселе боюнча өткөндө социалдык өнүктүрүү министрлиги суроо бергенимде бул калп деп айткан болчу. Мындан сырткары дагы экинчи каттагы ошондой эле келди. Ал дагы ушул Абдыраимовалар экен. Бул өзүнүн сиңдисине таштап, өзү заработка кетсе, сиңдиси албетте аларга балдар бакчасында орун жок да. Алдар акча каражаты болбосо, үйүнө таштап жумушка кетсе, кароосуз калды деп туруп, аны дагы ошол 1 май райондук социалдык өнүктүрүү бөлүмүнөн алып барып, анда балдар үйүнө берип коюшкан. Бул жерде дагы эч кандай ата-энесинин макулдук каты жок. Бул дагы ошол балдар асырап алууга кетип калган. Бүгүнкү күндө анын бир тууган агасы келип, мен алып кетейин десе берген эмес. Балдар кодекси боюнча биринчи үй бүлөсү жана бир тууган агасы асырап алыш керек. А бизде андай эмес, башка эле адамдарга берип атканда бул жерде албетте ар кандай кызыкчылыктар бар. Ошондуктан бул каттарды мен баш прокуратурага жана бердим, жана өкмөткө протокол тапшырма бердим. Себеби бүгүнкү күндө бала сатуу боюнча бизде өтө чуулгандуу окуя көп болуп атат. Ошондуктан мунун акырына чыгышат деген ойдомун. В ходе разного парламентарии еженедельно поднимают ряд социальных, экономических проблем. Вот насколько вы видите эффективную работу правительства в этом направлении? Эффект, во-первых, у правительства из первых уст есть информация о том, где что плохо лежит или что нужно сделать, где нужно оперативное вмешательство правительства. Это для них бесценная, как говорится, помощь. Другой вопрос, как работает правительство. Они должны реагировать, оперативно реагировать. А есть вопросы, которые нужно срочно решать. Есть вопросы, которые требуют время. А есть вопросы, которые решают, значит, вопросы финансирования. Поэтому вот эти вопросы у правительства полный, как говорится, фронт действий для того, чтобы решить эти вопросы. Делаются, решаются, но есть вопросы, которые требуют финансовой поддержки, а финансы, допустим, на бюджет 2018 года не заложено, естественно, это уже невыполнимо. Вот в этом тоже есть такая хорошая тенденция, что правительство может уже эти вопросы заложить на следующий год. То есть польза есть, конечно, но работает правительство, но у правительства, я говорю, те вопросы, которые касаются
именно финансовой части, тут уже идет задержка. Еженедельно парламентарии в ходе разно поднимают проблемы, очень большой спектр проблем. Насколько правительство? Я всегда выступаю против такой процедуры, поскольку она носит чисто популистский характер. Каждый четверг с 9 до 11 депутаты поднимают разного рода вопросы, наказы избирателей, тем самым они как бы показывают свою активность, якобы, да, а избиратели надеются, что это все как бы исполнится, но результаты показывают, что те вопросы, которые поднимаются на разах, ни один из них не исполняется. А Аширбек Майдуллин все он мотает на ус, записывает, на следующем встрече он докладывает, что он их передал, но ни один-то вопрос не решился. Поэтому функции контроля парламента я предлагаю сделать по-другому. То есть еженедельно с 9 до 11 приглашать по одному министерству, и это в качестве как бы правительственного часа, и поднимать самые наболевшие вопросы именно по министерствам. Например, здравоохранение вызвать. И все наболевшие вопросы по здравоохранению с министром глаз на глаз разговаривать, а не через Аширбека Майдуллиновича. А то мы через него передали, он передал дальше, те передали привет, отписались и на этом закрыли тему. Депутат избирателям говорит, что он бурно работает, а избиратель... Вот откуда недоверие парламента появляется? Из-за этого. Потому что все лозунги популистические, ничего не исполняется. Поэтому я никогда вот на разных и вопросы не поднимаю. Потому что она не исполняется, она просто шоу. И получается, что если будет ваша предположим, если вы предложите и будет эта поддержана инициатива, то разное вообще полностью себя... Да, разное отменяется. Например, в развитых странах зачем изобретать велосипед? Зачем изобретать велосипед? Есть методы контроля парламентом над исполнительной властью. Особенно в парламентских странах, как в успешных странах, это как в Европе, да? В Европе. Там... Везде по-разному, но целый единичный в одном, что они в функциях контроля в парламентский час неделю раз вызывают по министерству. То есть здравоохранение, следующая неделя образование. Таким образом, министерство, когда круг пройдет, это уже будет где-то в полгода один раз будут приходить на отчет. То есть можно спрашивать у министра, смотря ему в глаза, можно будет задавать вопросы, получать ответы, напоминать предыдущие наказы. То есть это будет более эффективнее. А мы сейчас что делаем? Мы сейчас говорим, вот в Алайском районе, в Ахталинском районе поломался мост. Прошу вас обратить на это внимание. Аширбек Майдуллинович серьезным взглядом все это записывает, передает дальше, те передают отписку, и на этом тема закрыта. А мост как стоял, так и стоит в разваленном виде. Понимаете? Эффекта-то нет. Раз эффекта нет, значит, этот метод надо менять. Например, дает лекарство, если это лекарство не помогает, врачи ищут другое лекарство, поэтому этот метод, он не показал свою эффективность. Значит, давайте искать другие пути. Зачем на месте стоять? А что будет с представителем правительства в Джоркинеше? Нет, представители правительства, они по другим вопросам. У них вот по законам, у них непочатый край работы здесь. Это было мнение депутата Алмамбета Шикмаматова. Он предлагает полностью отменить рассмотрение вопросов разное, которое проходит традиционно по четвергам. В свою очередь он предлагает внедрить новую систему, когда еженедельно на заседание Джоркинеша будут приглашаться главы министерств и ведомств. И тогда уже парламентарии непосредственно смогут озвучивать социальные и экономические проблемы населения и ставить задачи по их решению. На этом программа «Гунтар Тубинде» завершена. До свидания.